Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: что придет, а что уйдет. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте, думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. В жизни вы по делам, по деньгам, по финансам, по каким-то достижениям, возможностям вы фартовая, вам везет. Что касается чувств, все не так, вас как-то не устраивает. Здесь могло быть даже какое-то недопонимание, вовремя, может быть, кто-то ушел из отношений, да, а кто-то вообще вырвался. У кого-то здесь печальный опыт, о котором даже и не хочется рассказывать и вспоминать. Набитые шишки до сих пор еще не отпустила. Время от времени вспоминаете какие-то моменты, которые вас будоражат или не оставляют в покое. Из этого делали выводы. Вот вы сделали вывод, но потом совершилась снова та же самая ошибка, та же самая ситуация или похожие отношения. А потом прошло время, и вы уже четко осознали. Вам вот достаточно было нескольких раз, чтобы понять. Тут кто-то вот очень серьезно задумался вообще над отношениями, и что для него на самом деле было важным на тот момент. Могли на что-то раньше закрывать глаза, вступая в отношения, да пройдет, да сгладится, разгладится как-то со временем. На самом деле здесь вот как будто бы ничего и не разглаживалось, а ухудшалось. Именно, может быть, какие-то качества партнера вас не устраивали, но вы в чем-то соглашались. У кого-то такие были отношения, похожие как игла под кожу. С чем-то смирялись, и потом вот в это вживались. А потом вот ситуация ухудшалась, накалялась. И в итоге вы поняли, в какую трясину вы влипли, в какое болото. Сейчас, на самом деле, уже вы или полностью отказываетесь от любви, от каких-то совместных проживаний и так далее. Да? Здесь кто-то конкретно отрешился, не хочет вообще вступать в отношения после нескольких отношений, у кого-то даже нескольких браков. Но здесь вот сразу я вам говорю, вы здесь подали себя уже сейчас. С другой стороны, по другим соусам. Другой портрет человека на сегодняшний день после всех этих тяжелых, сложных отношений. У кого-то здесь есть даже проблемы со здоровьем из-за отношений. Нет же, тут не у всех, да, опять-таки скажу, проиграется именно так, что кто-то не перестает все же верить в лучшее, надеяться на лучшее. Здесь вот у человека эти все отношения были вот на самом деле ради того, чтобы его как-то отточить, в чем-то закалить, чтобы он что-то понял. В итоге здесь вас подводят именно к настоящим чувствам, к настоящим отношениям. Те, где не нужно закрывать на что-то глаза, где нужно конкретно видеть минусы, и если они есть, в случае чего, уходить сразу же и дожидаться следующего, да, иметь терпение. Здесь, может быть, было даже такое, да, не втерпешь, или вот так вот началось, как-то закрутилось, и пошло-поехало, и стали жить вместе, а потом и дети, и кухня, и все такое. Это все быстро начиналось. Возможно, даже здесь могут смотреть люди, у которых быстро начинается, быстро заканчивается. По сути своей, по характеристике, вы очень такой активный человек, вы не любите ждать, вы экономите время, вы постоянно, как белка в колесе, крутитесь, вы успеваете, возможно, даже несколько дел делать одновременно. После всего прошлого начинает очень хорошо работать чуйка. Вы чувствуете людей, ауру. Когда знакомитесь с кем-то, уже прочитываете портрет. Визуально, по поведению, по разговорам, какой это человек. Вы уже так серьезно думаете о жизни, о стабильности, о отношениях. Человек такой веселый, игривый по жизни, да, включаете какой-то оптимизм, позитив для себя. Также вы какой-то новатор, идейщик, у вас постоянно какие-то идеи новые, да, в какой-то степени виртуоз. Вы не любите скучать. Вы постоянно устраиваете себе какой-то праздник. Будь это покупка, будь это развлечение, будь это поездка, поход куда-то и так далее. Да, вот у вас есть определенно всегда выход
из сложных ситуаций, выход из депрессии. Вы умеете себя вытащить сами за уши. Вот так вот. Не любите сидеть дома, скорее любите находиться где-то в обществе, там, где какое-то движение происходит, там, где, может быть, какая-то группа людей собирается, да, может быть, по определенным каким-то темам. Также вы человек, который постоянно в чем-то обучается, стремится к этим знаниям. Также можете и сами кого-то чему-то научить уже на сегодняшний день. У вас большой опыт за плечами. Знаете, хоть и сложный опыт, но из этого, да, есть определенно какие-то очень хорошие для вас уроки. Так вот. Молодая, игривая здесь такая вот женщина. Сколько бы вам лет не было, да, вы постоянно будете такая озорница. И активистка. Ну, такая. Ушли вы от какого-то сейчас человека, не хотите о нем думать. Даже мысленно ушли. Вы знаете, вот как-то вы сейчас больше, наверное, переживаете за свое будущее, за себя. Здесь даже включила в какой-то степени мужчину. Здесь вот смотрите, да, ни одной женской карты нет. Здесь мужские энергии. Это из-за сложных отношений. И я вам скажу еще, здесь могли быть какие-то в жизни ошибки. Ошибки, которые приходится сейчас переигрывать, переделывать. Возможно, даже вот я и говорю, вы как-то поменялись, стали другая. Возможно, даже переигрываете портрет какой-то. Может быть, под кого-то копируете тоже, да, именно нашли для себя, может быть, человека, идеала или с идеальными отношениями. Вот старайтесь именно как-то уподобляться именно каким-то определенным хорошим качествам или качествам, которые могут изменить вашу жизнь. Хорошо. Здесь кто-то в затяжной зависимости может быть от каких-то препаратов или приемов, может быть, лекарств. У кого-то здесь могут быть зависимости по курению или вот каким-то таким вещам. Кто-то, может быть, сейчас старается от чего-то отказываться или уже отказался. Как-то вот хотите тоже и это переиграть. Хорошо. Если с вами проигрывает портрет, характеристика, энергии, давайте смотреть дальше. Что придет, а что уйдет. Посмотрим для начала, что от вас уйдет. Начнем задом наперед, да? Что от вас уйдет? Здесь проигрывается старый и новый портрет ваш. Идеи какие-то приходят по вашей внешности. Что-то вы в себе будете менять, транслировать это, внешне показывать. И здесь, кстати, уходит то, что вы... Знаете, вот вы как-то не любили себя в прошлом, или, возможно, вам что-то не нравилось, но вы это измените. От вас уйдет то, что вам не нравилось в себе. Может быть, кто-то смирится, но здесь больше скорее какой-то переделки. Переделки стиля, может быть, прически чего-то, да. А здесь больше, наверное, что придет. Но вот что уйдет, именно то, когда вы не любили себя. Здесь полюбите себя, оцените себя с другой стороны, с других каких-то качеств. Уйдет какой-то из вашей жизни быстро, моментально мужчина. Мужчина, возможно, или человек форму носит, или такой, знаете, диктатор, который любит командовать, включать вот этот патриархат. Я здесь главный, слушайте все меня, смотреть сюда, вот как-то так. Да, здесь может человек воинственный такой быть, лидер в чем-то, или мнит себя этим лидером, имеет место быть. Уходит какая-то грусть, печаль, тоска. Может быть, даже вообще мысли об этом человеке. То есть перестанете о нем думать. Что уйдет. Идут какие-то люди, которые на самом деле мешают вам в семье, в жизни. Ну, больше в семье. Да, те, которые лезут в семью. Знаете, что здесь? Здесь кто-то вам предлагает помощь, но вы от нее откажетесь. Вот вы откажетесь от помощи, вот что от вас уйдет. Пропустите что-то. Причем это тоже важное для вашей семьи. Здесь не стоит отказываться, нужно воспользоваться этим, взять это. Это вам дано свыше. Что от вас уйдет?
Расходы здесь какие-то. Причем, знаете, такие расходы, вы не знали, что столько заплатите. Вот удивитесь, посмотрите на чек, скажете, так много, да. Вот как-то так. Я за это работала, я тратила время, или это так дорого стоит. Вот как-то огорчитесь немного. Знаете даже, что будет? Та ситуация, когда вы после данного чека скорее вот как-то перестанете вообще тратиться, станете более такой, или дома посижу, лучше никуда не пойду, чтобы ничего не видеть, чтобы ничего, ни к чему меня не локало, да, купить что-то. Не хочу, не надо. Здесь, может быть, даже человек затянет пояс и начнет на что-то копить. Знаете, вот тут так совместно все идет, и что и будет, и что вот уходит. Ну вот как-то не складывается, что уйдет конкретно, да. Вот здесь вот показывает, что будет, но от чего вы откажетесь, или что вот все совместно. Что уйдет? Уйдет какой-то ревнивый человек. Ну, еще здесь и не ревнивый, и тот, который топчется у порога, и вот, знаете, как-то с одной стороны хочет к вам, с другой стороны вот как-то злится, ревнует, может быть, или принимает вас как своя собственность, хотя вы еще никто, да, не являетесь никем. Уже вот как-то так воспринимает. Или оттаптывает пороги у вас, или человек вот где-то рядом лоснится, протирается, хочет внимания к себе. Но он уйдет. Он однозначно уйдет, его заменит другой человек. Здесь идет другой человек, более такой... Вот в отличие от того, тот медлительный, да, придет такой активный и старше. Чуть старше вас. Я не скажу, что прям старше. Нет, не дедушка. Тут придет именно человек, может быть, даже ваш ровесник. Ну, или чуть больше старше, да, так скажем. Активный такой, с юмором, с хорошим чувством юмора. Я вижу, вы и от него отворачиваетесь, уходите. Вам не нравится какое-то определенное чувство юмора или какое-то такое поведение детское, может быть, для вас, как вам может показаться, да, или какое-то вот незрелое из этих шуток или какого-то юмора. Может, вообще в целом, я говорю, не понравится юмор. У вас, знаете, вот здесь такое видение вообще мужчина, но другое. И те, которые показываются на горизонте, вам совершенно не нравятся. От вас, кстати, и будут уходить, потому что вы будете именно принимать такую, проецировать такую роль, не подходи ко мне, да, в таком духе. Вам надо посерьезнее, посерьезнее. Не со смехом, не с хихи, не с шутками. Кстати, вот тут такая некая, я вам скажу, загвоздка, да, человек может юморить это, скрывать, наоборот, свое. Он умеет быть семьянином, он умеет быть, да, таким гармоничным человеком, но просто это вот как некая защита, да, вот. Человек, когда, например, есть же жесты какие-то, жестикуляции, когда человек проявляет. Кто-то в жестикуляции, а кто-то вот именно в юморе. Вот когда человек стыдится, да, он краснеет, когда там сомневается, он начинает чесать затылок, вот как-то так, да, или голову. А вот здесь вот именно человек это сводит вот на шутки, да, когда стесняется. Да, это его прикрытие, это его прикрытие. Скорее даже я бы не сказала, что плохой какой-то, да, неподходящий. Здесь нужно рассмотреть. Может быть, имеет место быть ему в вашей жизни. Хорошо. Давайте посмотрим, а что придет в вашу жизнь. Поковыряемся поподробнее, что придет в вашу жизнь. Болезнь. Ну, кстати, здесь показывает затяжная болезнь. Долго болеть будете. Знаете, вот тут как будто энергия остановилась внутри. То есть здесь хоть и активный человек, или здесь может быть выгорание. Вы слишком много взяли на себя. Можете сейчас уже данную ситуацию, мы карту перевернем, как мы всегда делаем, да, чтобы процесс был легче для вас. Второе, уже сейчас
Поймите одно, что вам нужен отдых. В чем-то приостановиться, хватит. Да, не можете все взваливать на себя, не можете всех денег и сразу заработать. Вот поймите это, да, здоровье важнее. Вот так. У кого-то здесь вот такой определенный идет выбор: или работа, или здоровье. Да, здесь кто-то может даже сказать: я не буду брать больничный, потому что мне за него не заплатят. А нужно зарабатывать, потому что нужно за все платить. Может быть, здесь сковывающие какие-то обстоятельства, которые не дают отдохнуть. Но когда у вас есть время, вот просто закройте глазки и отдохните. На самом деле для вас это очень важно. Для сохранения вашей энергии. Энергия – жизнь, энергия – иммунитет. И второе, да, это полноценный сон. Это иммунитет, это жизнь. Мелатонин и так далее. Кто-то спрашивал насчет магнезиума. Какой хороший магнезиум. Вот я вам сейчас покажу. Многие задавали вопрос, как-то я говорила об этом магнезиуме, который я употребляю. Выглядит он вот так. Вообще, я вам так скажу, эта фирма, это швейцарская. И вообще эта продукция, они делают очень качественно, да, это лактобациллы, это магнезиум, ну и прочее там остальное. Вот с этой синей крышечкой здесь такие вот горы. Я не знаю, где оно есть. Вот конкретно я брала вот это вот чешское, да, это я покупала в Чехии. Но опять-таки, перед применением обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Не нужно все подряд на себя брать, горстями выпивать и так далее. Да? Тут нужно тоже, имеет место быть правильно. Вот я конкретно принимаю одну таблеточку, вернее, капсулу перед сном. Перед сном. Сплю как младенец. Вот так вот выглядит она. Продается она и в аптеках, и на интернете. Можете посмотреть в интернете, может быть, в вашей стране тоже это продается. Но в Европе, я думаю, везде это, во многих странах есть. Вот. Не будем отвлекаться, переходим дальше. Что придет? Что еще придет? Ну, опять, да, вот я говорила только про отдых, и здесь на самом деле такое состояние. Ничего не хочу, не буду делать. Возможно, даже вот выходные просто проведите, ленясь. Вот прям ленясь, да, лягте на диван и ленитесь, ленитесь и ленитесь. Ничего не делайте, просто посмотрите в потолок, подумайте о чем-то. Да, и здесь, кстати, смотрите, я вот только сказала, да, вот полежите, поленитесь, посмотрите в потолок. И здесь придет к вам интересные мысли. На самом деле только в тишине мы можем услышать правильные мысли. Это и есть интуиция, это и есть инсайты и все остальное. И тем более, вам скажу, когда человек отдохнувший, выспавшийся и так далее, очень много приходит инсайтов, очень много приходит идей. Иногда мы не можем найти выход из положения, но когда мы зададим Вселенной вопрос, как мне вот достичь чего-то определенного в жизни, здоровья, счастья, успеха и так далее, богатства, так ответ придет, когда вы отдохнувшие, да, ответ придет незамедлительно. Особенно очень хорошо именно перед сном задавать такие вопросы. Да, определенно один, на следующий день другой вопрос зададите. И вы и во сне увидите, и к вам проявится именно даже, может, и в течение следующего дня, может, в течение недели, но больше здесь, да, уже на следующий день что-то начнет. Также это может быть так, что вы вечером спросили, а днем уже лежите себе, ленитесь, как говорится, да, и к вам вот приходит именно мысль. Часто вот как мы можем услышать мысль извне как инсайт, это вот именно странным образом, почему ко мне закралась эта мысль, я об этом вообще не думала и не подозревала, да, резко что-то. Вот как я вам говорила недавно в видео именно о воде, да, о чистой воде, что мы пьем в основном всю воду мертвую. Мертвую. В бутылках мертвая, в чайнике разогретая мертвая, да, то есть скипяченая и так далее. И существуют именно какие-то разные приборы, ионизаторы и так далее, да, воды, которые наполняют именно воду микроэлементами, витаминами. Кто-то вот именно использует, например, медные кувшины, именно из натуральной меди.
да, отстаивает ее. Кто-то 10 минут, кто-то 15, кто-то 4 часа, кто-то целый день, а потом пьет эту воду. И она тоже наполняется. То есть это более бюджетный вариант и рабочий. Вот. А кто-то покупает вот эти ионизаторы. Да, они дорогие, но все же, конечно, медь это более рабочий вариант. Вот так вот. Так что имейте в виду. И вот здесь, на самом деле, вот какие-то вас начнут такие инсайты посещать, о которых вы даже в жизни не думали. Это вот как, знаете, будете думать, а как же улитки рожают? Ну, резко, внезапно. Вот такие вот, такого хода мысль, да, будет вот так заходить, имею в виду. Резко, внезапно. Так, смотрим дальше, что придет. Здесь гармония в семье, порядок, такое спокойствие. Я бы сказала, даже состояние умиротворения такого, радости, счастья. Здесь может быть даже кто-то получит какой-то букет, кто-то поставит цветы свежие на стол, что очень хорошо. Свежие цветы каждый день, даже не обязательно каждый, да, но вот если желательно есть такая возможность, вот у кого каждый день ставят цветы на стол, пожалуйста, да, это для изобилия. Для изобилия, для достатка, для пребывания в семью финансовых средств и так далее. Здесь я бы еще сказала, знаете, вот тут вот я говорила о том, что придет определенно какая-то мысль, но не простая мысль, мысль на что-то подталкивающее вас. И вот после этого здесь, может быть, многие загадают, может, или гармоничные отношения, или вот что касается финансов, изобилия, достатка. Да, и здесь вот все будет к этому идти, вести, регулировать вас регулировать, вас контролировать, вас туда вести, подводить к этому и так далее, подталкивать через людей, через какие-то ситуации. На самом деле поймете, что этот мир непростой, и он какой-то на самом деле волшебный. Также здесь кто-то поймет, что в последнее время стали происходить какие-то реально аномальные, ненормальные, ну как ненормальные, да, в кавычках, смысле. В таком вот явлении. Как подсказки. Вот кто-то здесь, кто переживал, я закрою данную карту, о любви. Да, вот здесь влюбленный выходит. Вот так вот вам открою. Влюбленный выходит. Будет повод для знакомств. Но вам придется выбирать. Знаете, вот здесь вот одновременно будет все происходить. Как будто бы в одно время, или как будто бы все сговорились, да, то чувство, когда один, второй появляется, да, с ухмылочками, с улыбочками, или с цветами, или с предложениями, может быть, даже съездить куда-то, сходить куда-то и так далее, с приглашением. У вас, кстати, на самом деле появится какой-то такой выбор, у вас состояние будет такое в некой степени легкое, отдохнувшее, будете очень много потом думать или гадать. Да, может на картах Таро, может быть, сами перебирать в голове какие-то мысли. Уже закрасила. Так, смотрим дальше, что придет. Человек из прошлого. Человек так ничего и не сознавший. Человек как будто бы, вот знаете, дурью маялся всю жизнь свою и до сих пор продолжает. Из этого страдает. Здесь вот такой человек, который не научился ничему. Вот как жизнь не бьет, это как я сегодня говорила, да, раз опыт, два опыт, только кто-то со второго понял, а кто-то вообще не понял. Здесь человек вообще не понял и не понимает, почему его жизнь так бьет. Да, вот как свыше дано мне что, страдать, да, мучиться. И знаете, в чем-то даже вот как-то будет, он думает, что это связано с вами, и вы как-то на это влияете, да. Также я вам скажу, человек переживает о чем-то, связанное с вами. Может быть, это отношения, а могут быть дети, да. Человек даже что-то в жизни потерял. Вообще здесь или дырявые карманы, да, вот у человека, то есть теряет постоянно, проигрывает и так далее. И сам потом из-за этого мучается. Здесь могут даже проиграть семью или потерять семью. В принципе, да, у человека то чувство, когда он когда что-то совершает, он ни о чем не думает. Или вообще ничем не думает. И все его ошибки в жизни по дурости, по глупости. Из-за чего вот сейчас страдает. Но он придет в вашу жизнь. Чего-то, вот знаете, как раскаивается. Как будто бы
Человек поменялся, но человек не поменялся. Здесь второй круг. Хотите дать второй круг? Пожалуйста. Но вряд ли вам это что-то принесет. И опять же здесь может быть разочарование. Есть такой процесс, вот как будто бесконечно идет по одному и тому же кругу. Что придет? Ну, осознание, почувствуйте свою силу, осознайте свою силу, где она у вас есть, в чем она есть, и начните ее использовать по полной программе. Знаете, ваша сила, это скорее даже проявится в каком-то терпении, сдерживать себя, свои эмоции, когда бы хотела психануть вообще, разрезать, да, или оборвать отношения, может, какие-то, или вот кого-то отшить там резко и так далее, вот какое-то такое состояние. Но вы начнете именно с этим правильно работать. Здесь не просто послать на 3 буквы матом, да, а здесь можно это сделать как-то красиво, деликатно, и для вас не имеет это потом каких-то плохих последствий. В том числе здесь я бы еще сказала, что вы научитесь управлять своими вообще эмоциями в целом. Вы очень активная, и иногда вот бывает в порыве этой активности вы можете вот что-то выплюнуть на людей, да, или вот реально как-то повести себя, может быть, в какой-то степени, где не нужно себя вести грубо, да, или резко. Вот вы снизите немножко скорость свою. По крайней мере, научитесь контролировать ее. Да? Здесь это очень будет для вас важно. Вы сами поймете, что это важно. Никуда не торопись, иначе натворишь ошибок, споткнешься, упадешь и гипс. Вот как-то так. Мы часто торопимся, когда мы делаем очень много ошибок. Да? Кто-то бывает, да, быстро соображает, быстро делает, а вот кто-то именно бывает быстро все вроде как и делает, но потом выходит или тяп-ляп, или потом приходится переделывать, или же становиться снова на самое начало. Ну, переделывать, имею в виду. Дальше, что придет? Здесь осознание того, что не все люди, оказывается, хороши, да, и есть вот какие-то такие люди, которые из-под тишка или вот улыбаются в лицо, а за спиной держат меч, нож, да, вот именно так, словесно говорю. Потому что людям нельзя доверять, раскрывать им на что-то глаза, может быть, на свою личную жизнь особенно, да, на свои карманы и так далее, на свой банковский счет. Ну, мало ли, да, кто чего, пин-коды и так далее. То есть вы здесь, возможно, опять-таки поймете для себя, что нельзя доверять. Здесь кому-то вы откроете душу, но зря. Вот так. Бывает, вот, знаете, думаете, поплачетесь этому человеку, но вы не знаете этого человека до конца. Вам кажется, что это хороший человек. На самом деле человек может оказаться для вас здесь именно... Знаете, здесь как? Вот как будто бы информация сыграла против вас. Вы рассказали, вы поделились, да, а потом этот человек вот как-то развернул это против вас. Тут странно. Все. Вот тут тоже нужно сдерживать своего коня по поводу рассказать кому-то чего-то. И здесь вот на самом деле вы начнете снижать обороты, снижать какую-то скорость, начнете более медленно, осмысленно делать все. И тогда будет получаться, тогда будет все идти к вам, в вашу выгоду. Здесь, знаете, даже не нужно перебарщивать с чем-то. Или брать, взваливать на самом деле много на себя. Как будто бы тут показывают, вы этого не утащите. Вы утащите только то, что вам принадлежит или по судьбе дано, но большего не берите. Вот на самом деле здесь человек пытается все ухватить. Здесь нет. Здесь нужно немножечко дать медленный ход, замедлить.
идут перемены. Кстати, из-за скорости можете и пропустить эти перемены, поэтому здесь сбавьте ход. Сбавьте ход, присматривайтесь ко всему внимательно, не пропустите. На самом деле здесь идут большие перемены в вашей жизни, связанные, кстати, здесь у кого-то может рождение быть детей, именно перемены, связанные с этим. То есть забеременела или родила, да, и начинается новая жизнь, новый ваш портрет, да, личности, вы уже другая. Здесь даже, ну это опять-таки, давайте скажем, гормоны. На самом деле гормоны играют огромную роль на состояние, на мысли человека. Соответственно, мысли это жизнь и так далее. Да? Мысли влияют на нашу жизнь. Это все цепочка. Вот здесь именно то чувство, да, вот как будто бы или ребенок изменил вашу жизнь, рождение его. У кого-то здесь вообще зародится какая-то идея, связанная с заработком, с деньгами, как можно преувеличить доход. Здесь человек об этом очень часто думает, в принципе. Здесь идут новости о новой работе, деятельности. Возможно, даже здесь у кого-то будет две деятельности. Это и основная работа, и еще помимо еще будете зарабатывать дополнительно. Вы бухгалтер, но еще возьмете дополнительно где-то работаете бухгалтером, да, и дополнительно возьмете еще какие-то бухгалтерские работы со стороны, да, имеет место быть. У кого-то здесь вообще может быть отличаться одно от другого деятельность. Вы печете торты, и вы же бухгалтер, понимаете? И тут хочешь не хочешь, да, вот деньги идут. И даже если вы начнете останавливать, пытаться поток, все равно деньги будут идти. Здесь все связано, конечно же, опять-таки, не торопитесь набрать много заказов, не торопитесь все хватать и сразу. Вот делайте постепенно, медленно, это будет лучше для вас. Для вашего роста, для какого-то качества, именно сервиса и так далее. Здесь все зависит одно от другого. Но здесь самое главное – это снижение скорости вашей. Из-за скорости говорю, что можно потом все опять начать переделывать. Это двойная работа. Что придет? Что ж сегодня такое-то? Какие-то, знаете, здесь все придет, но не просто, да? Дастся, но не просто. Это надо как будто бы заработать все. Вот здесь какая-то конфликтная ситуация идет. Я вам так скажу. Вас, знаете, вот или хотят откуда-то выжить. Это может быть работа, а может быть вообще и целый дом, да, где вы живете. Выжить с дома. Соседи, например, или соседка. Тут может быть выжить с вашего места положения, где вы работаете. Рабочий процесс. Но здесь вот реально кому-то вы доставляете вот какую-то, знаете, проблему. Или забираете что-то. Да, вот как один пирог может достаться ей, или один на вас двоих. И вы мешаете. Ей хочется весь пирог. То есть одно делено на два, или, да, надо кого-то столкнуть. Тут о выгодах, тут о интересе своих каких-то выгод. Здесь кто-то даже хочет превзойти вас в чем-то. Надевает даже вот как будто бы вашу корону, пока вы ее оставляете на работе. Например, на работе или где-то на себя, да. Или представляет, когда вас не будет, как ему будет хорошо. Здесь даже вот человек уже какие-то простраивает, может быть, будущие планы. Да, есть какое-то определенное желание. Именно сместить вас и занять вот что-то. Место. Что придет. Придет человек, который разрешит данную ситуацию или влезет как-то. Вы здесь знаете, как? Смотрите, здесь показывает ситуацию. Та женщина будет вот как-то. Она хитра, она не напрямую вам заявит, что вас ненавидит или хочет вас сместить. Конечно же, нет. Здесь она будет вот как-то скрывать это, но из-под тишка делать. Здесь встревает, да, вот так назовем, встревает, влазит или вмешивается какой-то человек. Причем выше по рангу, или человек-начальник вообще, ваш босс, там, начальник, директор и так далее. Вмешивается в это. Но определенно здесь какая-то такая высокая фигура, или фигура
именно важное, авторитетное, влазит сюда. И пытается вот разрешить данную ситуацию. Или же здесь вот может даже всплыть какая-то хитрость от данной дамы. Да, вот что она хотела это сделать, а вот это вылезет наружу. Здесь еще карта звезда, да, может быть, и вылезет. Ее мечты, да, и планы не осуществятся. И здесь будет поставлена в чем-то точка. Второе, я вам скажу, вы вот как сухая, или из воды выходите, или вообще отряхаете руки, уходите, они вот разбираются, этот человек с той дамой. Здесь, я вам скажу, все пройдет гладко, но на ваших глазах как бы. Да. Ситуация сама же началась и сама же вот как-то искоренилась. А вот вы сидите такая в сторонке и думаете, и к чему все это было? Да? А я даже и не понимала, и не подозревала вот как-то. Чай пила. И здесь тут такие процессы происходят, которые сами себя и искореняют. Вот так вот. Здесь даже не придется вам даже возбуждать пыль, да, чтобы она поднималась. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Что еще придет? Успокоение. Вы успокоитесь. Вы знаете, вот даже вам будет со стороны казаться все смешным и дурацким каким-то, психологически именно. Кажется, что вы реально в каком-то психдоме находитесь. Люди какие-то странные начнут вас окружать. Как клоуны. Как клоуны. Вы начнете на самом деле видеть странных людей. Может быть, именно есть люди, да, бывают резко кричат, да, плачут или еще что-то, ведут себя как-то неадекватно. И вот вы начнете именно таких людей встречать. Вам кажется на самом деле, что вы находитесь в ненормальном доме, да, вообще в атмосфере какой-то, где не живут люди, а живут все ненормальные. Притом я вам скажу здесь сразу и подсказка для вас, что это такое, почему это происходит. Потому что вы растете именно мудро, мудрее становитесь, осознаете то, что не осознают все окружающие, да, вам будет казаться все каким-то и ненужным. Вот определенно будете думать, например, почему люди смотрят футбол? Вот почему они его смотрят? Почему они ходят голосовать там, да, вот кричать там, стоять вот с этими флажками или с чем, махать там этими шарфиками, вот футбол, да, знаю там за какую-то команду. Зачем им это надо? Я что, в психдоме, что ли, каком-то? Зачем это кому надо? Или на рок-концертах трясти головой, да, вот, не знаю, выдавливая из себя адреналин или чего-то. Думаешь, чего, зачем? Вот знаете, вот здесь даже вот как человек протрезвел от планеты Земля, да, что это такое. И ты понимаешь, что ты живешь не на Земле, а вот на какой-то странной планете. Здесь реально люди вас какие-то определенно будут окружать, но вам будет вот как-то реально все вот странным казаться. С одной стороны по боку, с другой стороны вы же видите это все, на ваших глазах происходит. Вы растете, вы именно духовно растете. Я вам так скажу, сейчас очень многие, сейчас то время, 26-й год, да, именно когда многие начинают просыпаться, пробуждаться, и вы не одна такая. Реально могут последнее время, всю жизнь, да, в течение жизни вы могли видеть несколько всего лишь аномалий, может 2-3 странных, которых не существует на Земле. Может быть, светящиеся 2 лазера красных, да, где-нибудь в траве, в кустах и так далее. Кто-то, может быть, видел, как поднимается, кто-то отрывается, ноги от земли, взлетает, да, такие какие-то, может быть, какое-то свечение странное и так далее. Не шаровая молния, которая залетела через форточку, а именно, да, какие-то странные аномалии. Могли видеть за всю жизнь, может быть, 2-3, я и говорю. А вот сейчас, в последнее время, вы постоянно будете видеть именно странные вещи. Например, перо птиц случайным образом, где нету птиц, где никого нету. Вот именно, да, попадаются постоянно числа одинаковые, перья беленькие или не беленькие, неважно, перья. Идете себе, идете, и перо.
или странные числа в чеке, может быть, там 3 шестерки, 3 семерки, там, да, и так далее. Вы видите больше. Реально здесь у кого-то может открываться третий глаз, видение какое-то, именно считывание. Медиумы могут быть. Вы знаете, у каждого человека есть именно дар ясновидения. Вот как бы это странно мне казалось. Оно есть, но просто оно у всех по-разному развито, а у кого-то вообще вот как в коконе, в яйце, в толстой кожуре вот этой вот, которая непробиваемая. Это шишковидная железа. И многие, именно кто занимается медитациями, а я вам и говорю, поленитесь, это тоже медитация, расслабление, вообще ни о чем не думайте, выключите голову. Когда мы медитируем, мы выключаем все мысли. И вот, соответственно, в тот момент у вас будет голова чиста, и вот начнут приходить инсайты. Поэтому это и будет ясновидением, яснослышанием. И развивайте это. На самом деле пригодится в жизни, можно так еще сказать. Старайтесь именно придерживаться здоровой пищи. И это важно для шишковидной железы и последующего всего. Старайтесь, вот как я говорю, пить хорошую воду, живую воду. Эти все вещи, вроде кажется кому-то, да ладно, выпила я воды, мне хватит. Нет, это все одно за другим, как цепочка. Важно. И вам же будет легче простраивать свою жизнь. Есть такое понимание. Даже, вот знаете, от чего-то вообще лишнего. Зачем вы раньше гнались, спотыкаясь, падая, разбивая колени? Вы откажетесь, и вы поймете, зачем. Зачем? Это же лишнее. Это только усугубляет или утяжеляет вашу жизнь. Вот так вот. Вообще вся жизнь наша – это цепочка. И случайности в нашей жизни не случайны. Вот помните об этом. Проговаривайте такую фразу всегда. Меня окружают только добрые люди. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Я могу все. Нет ничего невозможного для меня. Еще такие фразы повторяйте совместно. 3. Я благодарна, я согласна, у меня все есть. Всего лишь 3 фразы. Это ничего не стоит. Благодарите. Даже перед сном можете сказать, утром можете произнести. Как хотите, в любое время. Желательно просто каждый день, хотя бы 1 раз в день. Это как упражнение, но опять-таки это не упражнение. Это улучшение вашей жизни. Вы сами начнете все вокруг себя видеть именно в положительном ключе. Так, смотрим дальше. Что придет, а что уйдет. Я извиняюсь за такое долгое толкование вообще, но, в принципе, у нас и канал такой, когда мы никуда не торопимся, расслабляемся и спокойно слушаем. Хорошо. Смотрим, что придет. Здесь что есть, да, определенно здесь за вашей спиной такое нашептывание, тайна, закрытая информация, о которой вам нельзя, вам лично нельзя, видите ли, знать. Но здесь общество людей, да, не хотят делиться, при том, знаете, вот как будто бы, знаете, это тщательно скрывается, как будто это может ударить по их чему-то, карману, самооценке там и еще чему-то. Но здесь вот такое прям накрепко, крепко, да, держат вот эту вот тайну в секрете, потому что вы можете расковырять, да, или докопаться, найти. Здесь может быть даже, знаете, это какое-то уязвимое чье-то место, по которому вы можете ударить. Имеет место быть на работе. На работе, между коллег. Вот как заговор какой-то, знаете, против вас. Притом, знаете, чем больше они будут молчать,
вот тем больше будут они пользоваться какими-то благами. Тут одно из двух благами. Во-первых, например, что-то где-то раздают, да, может быть, бонусы, но вам об этом не говорят, тщательно не говорят, дабы первыми успеть получить. Ну а потом кому осталось, вот, или вообще кто-то не получит, да, вот, например, я не говорю, что прям так конкретно, тут боятся вот, что им ударят это по карману. Чем меньше знают, тем крепче спят, да, а им больше достанется, вот как-то так. Второй момент. Здесь не хотят раскрывать данную информацию ради того, что здесь вот что-то могут, знаете, люди подворовывать, загребать. Именно вижу загребущие руки. Ну, это подворовывать скорее. Липкие руки или руки клептоманов. Да, а вам об этом не говорят. Притом, знаете, вот как будто бы вы расскажете кому-то. Все это вскроется, и как будто бы люди понесут какой-то ущерб. А здесь они сейчас чем-то наслаждаются. И вот пока они наслаждаются, они стараются от вас это скрывать. Также еще место быть, что здесь определенно какой-то есть сговор, что за вашей спиной люди что-то проделывают на рабочем месте, а вам об этом не говорят. Потому что, опять-таки, вы можете рассказать кому-то. Вообще, здесь может быть так, что это вскроется потом не только, что вы расскажете начальству, здесь вот как будто бы молва пойдет какая-то. Боятся этого, боятся суда, наказания и так далее. Здесь могут даже за это посадить в тюрьму. А вы знаете, вот как не скрывает, опять-таки всплывет. Здесь меч выходит, да, и здесь туз мечей и юстиция. О, ну тут прям вообще восторжествует справедливость. Справедливость. Все начнет, вот, хотите не хотите, да, всплывать наружу и даже больше. Притом скрывалось это, вскроется еще что-то. Здесь какая-то пойдет цепочка. Здесь пойдет какая-то цепочка. Здесь может быть даже, да, именно в процессе рабочем что-то резко, внезапно выпадет из кармана, например, да, у кого-то, кто скрывал. Как-то так. Или оборонится речь какая-то. Оборонится, вернее. Что придет. Известия издалека, связанные с деньгами. Иностранные деньги, заработки. Вы можете работать в какой-то стране, получая эти деньги. Небольшая сумма, но приятная. Здесь может быть даже, знаете, очень такая не просто сумма, это определенно имеет сумма в себе какое-то странное число. У вас, слушайте, на числа, да, числа начнете видеть и даже здесь. Вот определенное какое-то, посмотрите на зарплату, да, там определенно скрывается какое-то магическое число. Может быть 29 тысяч и 3 восьмерки, там, 3 пятерки и так далее. Вот так вот. Но это, так скажу, взаимный энергообмен. Вообще, даже вот когда донаты, да, посылаете, например, очень хорошо, когда одинаковые 3 числа. Единички, двойки, тройки, четверки, пятерки, семерки, восьмерки и так далее. А не шестерки. Но у кого здесь шестерки выходят, здесь именно скроется что-то такое неприятное. Неприятное. Какая-то неприятная тайна, да? Закрытая за 7 печатями или 10 печатями. Здесь, кстати, может быть какое-то признание ваших трудов или то, что вы делали. Кто-то вот признается, или похвалят, да, что вы молодец. Могут вообще какое-то общество признать ваш труд,
что вы определенно стараетесь в чем-то, да, и даже достигаете каких-то успехов. У кого-то может идти речь о повышении, небольшом, но все же повышении. Больше скорее тут похвала. Что еще придет? Придет. Чувства мужчины идут. Чувства мужчины. Вы, кстати, знаете, вас все устраивает, но что-то не устраивает. Вот все нравится в этом мужчине, но есть определенно что-то такое, что вы, знаете, в душе или держите, может быть, от прошлых отношений какой-то камень, да, но вы также начинаете думать, что случится именно так или будет так, о чем-то таком негативном. Как будто бы это не дает вообще двигаться к каким-то отношениям. Вот здесь хотелось бы, но вот как-то уже доверия нет. Или начнутся вылазить вот именно какие-то подозрения. Или увидите, может быть, какие-то странные улики, и вам будет казаться, именно казаться, что здесь что-то не то и так далее. И вот эти вот сомнения убивают аж. Да, вам будет казаться, что опять вас хотят обмануть или вас хотят в чем-то использовать. Что придет? Ваше состояние недоверия какого-то. Что это не помощь, а это какая-то хитрость, обман. Вот вам кто-то захочет помочь, а вы будете уже сидеть и подозревать. Но потому что вы обожглись, вы знаете, вот тут тоже очень сложно человеку легко всем доверять, да, как бы это ни говорилось. Когда тебя много раз обманут, ты уже на самом деле хочешь домой прийти, закрыться ото всех, жалюзи, плюс еще и шторы. И выключить телевизор и сидеть, смотреть вот прямо в стену, еще укутавшись в одеяло. Вот на самом деле очень сложно. Вам вот кажется, да, что все врут, все плохо относятся, все думают только о себе. Никто не хочет помочь. А если помогут, то что-то взамен хотят. Хотят или на что-то намекают, в чем-то им помочь потом. Может быть, даже помогая вам, да, именно с заделом на будущее, что потом поможете вы. Вот как-то так. Вы уже не верите никому, обижены. И причем, знаете, даже тут искренне кто-то будет протягивать вам руку помощи или реально в чем-то помочь, или разбирается в этом. Но вы вот как-то откажетесь. Что придет? Здесь придет такая внутренняя гармония, спокойствие опять, уравновешивание ситуации. У кого-то могут быть какие-то свидания. Не одно, да, здесь скорее 2 свидания. Или встречи какие-то. Вы здесь расцветете, запахнете, вот так скажем, женской свежестью, свежим воздухом. Как-то, знаете, даже будете после данного свидания, после встречи, после разговора с кем-то, тут гармоничный такой разговор, да, вам понравится, приятный, но вы сдерживаете коней, вы стараетесь вот именно не надевать розовые очки, а больше прислушиваться, нежели самой говорить. И вот как-то будете, да, подводить итоги, стараться именно пытаться разглядеть именно хорошие качества в человеке или попытаться, по крайней мере, выслушать до конца. Не будете торопиться. Вот тут имеет место быть во всем, чтобы был у вас порядок, не нужно торопиться. Вот именно вам конкретно, потому что если человек очень такой активный, и вы понимаете, очень часто происходило в вашей жизни, что после вот этой торопливости много было раз каких-то проблем, то это уже на что-то, о чем-то говорит и о чем-то вам подсказывает, что на самом деле нужно немножко помедленнее темп снизить. Здесь даже, вот я и говорю, в моменте спокойствия к нам приходят правильные даже мысли, правильные. Вот
по-быстрому, если вы думали, переезжать мне или не переезжать. Так, переезжаю. Да, это быстро очень. Все, собираю вещи и еду. Завтра покупаю билет, сегодня покупаю билеты или прямо сейчас покупаю билеты или что. А когда вы хорошо подумаете, в спокойствии, в расслабленном и отдохнувшем состоянии, вот начнут происходить и в жизни моменты такие, как подсказки. Действовать вам или нет, лететь, не лететь, переезжать, не переезжать, например, да. И мудрые мысли. Вы начнете думать, а на этом месте, здесь и сейчас, что у меня есть, а на что я это все променяю и так далее. Вот как-то так, более осмысленнее взвешивать, да, и взвешив уже тогда принимать решение, ехать или нет, переезжать, не переезжать. Что придет. Вы тут собьете кому-то корону. Что такое? Вы очень такая активная, у вас в жизни происходят какие-то такие вещи, даже на ровном месте, бурные. Да, иногда бывает даже вот, может быть, где-то конфликтные ситуации, где чуть ли не взрывы, да, какие-то просто. Все так пух-пух-пух, вот так вот. Здесь, вы знаете, вот как-то человек пытался как будто бы переплюнуть вас, а вы его вот или поставите на место, да, или вот что-то докажете. Причем не специально, да, вот человек увидит все же, что вы круче в чем-то. Он сам даже признает это внутри себя. Здесь не получится вот как-то вас обогнать или больше вас заработать. Здесь, может быть, вы зарабатываете сколько-то, а человек хочет столько же, сколько вы. И вот попытается, да, вот как-то переосилить, да, вот именно собрать все силы вот и по максимуму вот, надавить на газ, чтобы сделать чего-то большего, чем вы. Но здесь вот как будто бы сам себе и навредит в чем-то. Здесь по деньгам именно может быть. Не получится вас преодолеть вот в чем-то, да, не получится. Как ты не прыгай. Здесь или дано, или нет, вот как-то так, да, на сегодняшний, по крайней мере, день. Что придет. Ой, здесь вот, кстати, знаете, и новости какие-то, которые, во-первых, вы думали раньше так, а окажется все совершенно положительно, иначе, не по-плохому, а думали хуже. Благодаря именно данным новостям, скорее, вот вы начнете в чем-то продвигаться, двигаться, может быть, где-то себя проявлять. Откроется для вас какое-то окошечко. А дальше, когда вы именно выглянете из этого окошечка, вы увидите шире все, горизонты шире. Больше у вас появится идей, планов на жизнь. По крайней мере, здесь ограничивать себя в чем-то вы уже не будете, как раньше. Здесь могло быть какое-то, знаете, я бы еще сказала, обнуление, неуважение к себе, стеснение, какие-то такие обстоятельства в жизни, которые мешали вам в чем-то продвигаться. Сейчас для вас будут вот как вылетела на свободу птичка из клетки. Или вот раньше вы имели такое сознание, именно более вот закрытое, здесь и сейчас. Вот я сейчас здесь нахожусь, я вот мыслю только в этой окружности. Да, а вам дан весь интернет. Хоть весь вы его перелопатьте, да. Хоть в той стране, хоть, да, вот как-то шире чего-то вы увидите. Перед вами откроется большинство разных горизонтов. Вы поймете, что, оказывается, можно сегодня быть и тем, и тем, и тем, да, или, оказывается, можно поехать туда, оказывается, инвестировать можно туда, оказывается, заработать можно здесь. Вот как-то вот так вот начнете шире мыслить. Знаете, у вас вот убеждения ваши в прошлом, они вот сдавливали вас. Вот определенно что-то было такое, как клетка та самая в голове, да, которая не давала вам шире мыслить, думать. Обстоятельства даже так складывались, что не давали в чем-то развиваться. Да, нету времени, потому что у меня здесь дети, семья, дом, дети, семья, дом. И так каждый день. А
чтобы заглянуть куда-то, даже времени не находилось. Вот они и обстоятельства. А вот здесь, да, вот некая такая почувствуется, ах, легкость, такая свобода, у меня сейчас появилось время, и я вот сейчас начну чего-то творить. Ну и натворить именно в положительном русле. Смотрите. Я сейчас поставлю карты именно для... Давайте еще сюда и дурака добавим по нулю, да, когда вы освободитесь от чего-то, вылетите наружу, на свободу, как визуализацию. Сейчас можете загадать именно у каждого своя какая-то ситуация, да, именно то, чего вы хотите добиться в жизни, смотря на данные карты. То, в чем вы хотите продвинуться, кем-то стать определенно. И я вам с точностью скажу, что вы станете, что вы добьетесь, вы получите. Вот смотрите на данные 3 карты одновременно прям, на все 3. И загадывайте желание. И это обязательно исполнится. В конце можете сказать «исполнено». Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.